Всем привет! С вами адвокат Таир Насханов. Я специализируюсь на защите бизнеса. Сегодня мы поговорим о подготовке к допросам свидетелей в суде. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Надо тщательно готовиться к допросам свидетелей обвинения. По делам о хищении, например, чтобы посадить директора компании, следствие ставит перед бухгалтером выбор. Либо она пойдет в группе с директором, либо может быть свидетелем обвинения против своего бывшего руководителя. В таком случае было бы правильным представить суду на обозрение переписку директора с бухгалтером, где последний отчитывается по расходованию денежных средств. У меня на практике был случай, где защитой были представлены оригиналы приходных кассовых ордеров с подписью бухгалтера, подтверждающих приход денег в кассу, но который бухгалтер не внесла в 1С бухгалтерию и допустившую таким образом кассовый разрыв. После допросов свидетелей обвинения адвокат может представить свидетелей защиты. Например, по делу о мошенничестве клиента обвинили в хищении денежных средств учредителя. Его обвиняли в том, что он якобы, пользуясь доверием, завладел $1 миллион США. Но доказательства обвинения не соответствовали действительности, так как в компании работали 40 человек, которые получали зарплату, выполняли работы по прокладке мачтовых сооружений для Казахтелекома. Фирма закупала оборудование и использовала его. Защита вызвала некоторых из них, которые опровергли версию обвинения о мошенничестве директора. В итоге клиента оправдали в городском суде. Оправдательный приговор мы удержали в Верховном суде в прошлом году. С вами был адвокат Таир Насханов, и я специализируюсь на защите бизнеса. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, по возможности буду отвечать. Увидимся в следующем видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал.